Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 13 рабочих хлопкоочистительного завода в Дашогузском вилаяте попросили директора предприятия оплатить их работу в праздничные и выходные дни по двойному тарифу. Именно так закреплено в Трудовом кодексе. Вместо оплаты рабочие были уволены с работы. Люди обратились в прокуратуру и в Вилаятское объединение профсоюзов. Надзорный орган быстро сдался, а вот правовой инспектор от профсоюза досконально разобрался в жалобе и предписал директору завода аннулировать приказы об увольнении и выплатить рабочим положенные деньги. Однако предписание так и осталось на бумаге. 4 сентября 2020 года хлопкоочистительный завод в Этрапе имени Гурбан-Салтан Эдже, ныне присоединенном к Агдепинскому Этрапу, подписал срочный трудовой договор на выполнение сезонных работ с 13 рабочими. Сентябрь – это период начала сбора и переработки хлопка в Туркменистане. Хлопкоочистительным заводам и хлопкоприемным пунктам в это время позарез нужны рабочие, подавальщики хлопка, прессовщики, сушильщики и другие. В осенние месяцы хлопок на заводы поступает с полей круглосуточно и без выходных. Когда рабочие пришли получать зарплату, выяснилось, что труд в выходные и праздничные дни им, вопреки Трудовому кодексу, оплатят по обычному, а не по двойному тарифу. Переговоры с директором ни к чему не привели, и 16 ноября 2020 года рабочие написали коллективное заявление в прокуратуру Вилаята. Вилаятская прокуратура перенаправила это заявление в Этрапскую, откуда 28 ноября заявителям пришел ответ. Туркмен Ньюс не располагает копией этого письма, но есть основания полагать, что надзорный орган не обнаружил в действиях администрации завода нарушений Трудового кодекса. Поскольку прямо в день завершения прокурорской проверки тогдашний директор завода Анна Гурдов своим приказом уволил всех 13 человек. Тогда один из рабочих, подавальщик хлопка Батыр Тораев, обратился за помощью в Дашогузское вилаятское объединение профсоюзов. И произошел редкий для профсоюзных органов Туркменистана случай, когда правовой инспектор Бегенч Реджепов встал на защиту интересов рабочих. К сведению, в годы правления Сапар-Мурата Ниязова Реджепов занимал должность заместителя генерального прокурора Туркменистана. Опытный юрист внимательно изучил жалобу заводчан и выявил, что приказы директора предприятия не соответствуют многим статьям трудового законодательства, они противоречат друг другу и самим себе. Инспектор выяснил, что сначала директор задним числом наложил на всех жалобщиков дисциплинарные взыскания, замечания, выговор и строгий выговор, однако никого из рабочих он с этими взысканиями не ознакомил, хотя должен был перед их наложением взять у работников письменные объяснительные, как того требует закон. Более того, Реджепов заметил, что приказы о вынесении взысканий сформулированы безграмотно, они полны противоречий, не содержат ни фамилий, ни имен наказуемых лиц. Например, из документов следует, что рабочих привлекли к ответственности за то, что они воспрепятствовали снижению темпов роста производства. По идее, за это нужно не наказывать, а поощрять. Приказы также нарушили требования 4 части статьи 164 Трудового кодекса, которая требует адресовать взыскание конкретному работнику. При этом учитывать индивидуально тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых этот проступок совершен. Также следует учитывать предшествующее поведение работника и его отношение к работе. Но Анна Гурдов выписал приказы всем рабочим оптом, без указания необходимых деталей. В ходе проверки инспектор поговорил и с руководителями производственных групп, в которых трудились уволенные работники. Бригадиры Бяшим Гулов и Меретгельды Ходжабаев признались, что директор завода оказал на них давление. По его настоянию, они написали на своих подчиненных рапорт и выразили недовольство их работой, попросив администрацию наказать их. Наконец, Реджепов доказал необоснованность приказа об увольнении работников. Предприятие объяснило, что расторгает договоры потому, что рабочие якобы сговорились и спустя рукава отнеслись к своей работе, а также снизили темпы производства, не обеспечили своевременный выход продукции и нанесли ему вред. При этом руководство завода не провело проверку причин, из-за которых своевременное получение продукции сорвалось. Были ли это технические сбои, или устаревшее оборудование, или иные проблемы. Но самое главное,
директор объясняет увольнение рабочих, ссылаясь на статью 279, часть 3, пункт 1 Трудового кодекса, которая совсем о другом. Эта статья предусматривает расторжение трудового договора с сезонными работниками по инициативе работодателя в случае приостановки работ на срок более 2 недель по причинам производственного характера, а также сокращение объема работы у работодателя. О проступках же рабочих там и речи нет. То есть в приказе об увольнении прописаны одни причины, а в статье, на которую он ссылается, другие. Но правовой инспектор Реджепов и тут доказал, что в тот сезон работа на заводе не приостанавливалась и объемы работ не сокращались. Хлопкоочистительные заводы Туркменистана обычно перерабатывают сырье с сентября по январь, а в урожайные годы и вовсе до конца марта. Таким образом, в ноябре был самый разгар сезона. Неправдоподобно, что в это время могли наступить многодневный простой или сокращение объема работ у работодателя. В общем, разнеся доводы тогдашнего директора завода Аннагурдова в пух и прах, Бигенч Реджепов вынес предписание аннулировать все приказы директора завода как необоснованные и противоречащие нормам трудового законодательства, восстановить уволенных в прежней должности и выплатить им денежную компенсацию за время вынужденного отсутствия на работе. В своем предписании Реджепов сослался на выявленные нарушения Трудового кодекса и положения профсоюзов о правовой инспекции труда. Возможно, из-за вскрывшихся нарушений Аннагурдова вскоре уволили, а на его место пришел Медетов. Новый руководитель должен был в месячный срок письменно уведомить Вилаятское объединение профсоюзов об исполнении предписания, однако прошло уже 4 года, но оно так и осталось на бумаге. Сегодня самого Этрапа имени Гурбан-Салтан Эдже уже нет. Он был упразднен, а его земли и все административно-территориальные единицы переданы в состав соседнего Агдепинского Этрапа. И все же хлопкоочистительный завод остался на том же месте. Правда, на нем уже 5-й год вместо 13 уволенных рабочих, боровшихся за свои трудовые права, работают совсем другие люди. Надо отдать должное добросовестности и высокому профессионализму инспектора Бигенча Реджепова. Он выявил не только грубейшие нарушения трудового законодательства, но и абсолютную безграмотность руководителя крупного государственного предприятия в вопросах права и логики. По сути, эту работу должна была провести прокуратура и заставить руководство завода следовать закону. Согласно статье 15 Закона о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, профсоюз имеет право обращаться в суд для защиты прав и законных интересов своих членов. Было это сделано или нет, мы не знаем. Возможно, впоследствии профсоюз поменял свое решение на прямо противоположное, как это было в случае с доктором Хурсанай Исматулаевой. Напомним, врач Исматулаева после незаконного увольнения из центра Энемихри обратилась в объединение профсоюзов Ахалского вилаята. Этот орган поначалу встал на сторону доктора, а уже на суде его позиция поменялась на 180 градусов. За обращение доктора Исматулаевой в СМИ в ее отношении впоследствии было сфабриковано уголовное дело, врача осудили на 9 лет. Спустя год Хурсана Исматулаева была помилована. Возможно, Национальному центру профсоюзов Туркменистана следует дать больше независимости и полномочий в решении таких вопросов. В конце концов, рабочие платят центру членские взносы и должны рассчитывать на защиту их интересов. Пока же важные решения профсоюза превращаются в очередные бумажки. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.